Это от человека зависит. С этого надо начинать. Ну, от его таланта, возможностей, стараний. Какуров Сервер Шаипович, семейный, имею 3 дочерей, высшее образование, художественный руководитель крымско-татарского фольклорного ансамбля «Крым». Родители мои, отец у меня с Алушинского района, село Кучук-Кузень, мама у меня с Чөл тарафындан, это Калай касабасы, татар барын койынден. Отец занимался музыкой, ну, занимался, наверное, понятие неправильно будет, очень любил и хотел заниматься, но в тех условиях, в тех реалиях это было невозможно, но тем не менее он купил аккордеон и очень хотел, чтобы его дети были музыкантами. Я с 5-6 лет взял аккордеон в руки, и мне это удавалось, я на слух начал все подбирать, и были какие-то импровизации, я не думал, что это сочинения, но они все время были. И я вот, поступив уже в музыкальную школу, а дальше имея виды, что я все-таки буду дальше учиться, мне это нравилось, у меня это получалось. И я, конечно, вот уже на раннем этапе себе поставил задачу, что я буду музыкантом, буду писать музыку. Проигрыватель, будем говорить, пластинки, да. Он у нас не останавливался, и целыми днями крутилась там пластинка, я помню, «Арзыхыс», на пластинке был записан спектакль, то есть сама речь крымско-татарская звучала, песни, и Реджепову слушали. В то время, ну, уже это Февзи Белялов был на слуху, ну, много артистов, Эдия Топчелер, Эпси, Манаески, Саначелар. И я это слушал. Помимо этого у нас как бы собирались, так получилось, что в нашем селе жили именно Тувак тарафындан инсанлар. Это вот Тувак, Хуузен, Кучукузен. Это все наши соседи, земляки моего отца. Часто собирались, они пели. Я очень любил слушать, и я все время подбирал то, что они пели. Старался перенести это на инструмент. И вот это меня очень забавляло, я в это влюблялся, и мне это очень нравилось. Крым мы полюбили со слов родителей, и я его себе рисовал с их слов и сочинял уже в то время в Узбекистане на крымскую тематику. Поэтому тема Крыма у нас никогда не останавливалась, это я даже не знаю вечера, чтобы мы не говорили о Крыме. У нас были фотографии села отца, и все время всматривались. Она очень старая была, но тем не менее старались понять, где чей дом, где как. И отец много рассказывал. Карбабам да раметли чохла айтаида, именно как они жили, рыболовство, табак выращивали, ну, виноград, это уже фрукты, там это все тоже само собой. Ну, я смотрю, жизнь, красивая была жизнь, но, конечно, война свое дело сделала, там все это не урядится, и нарушился покой, другие стали проблемы, люди очень мучились, и голод пережили. О голоде очень много тоже говорили, что время было тяжелое. А во время войны вообще румыны пришли в село, не немцы, а румыны. Они буквально грабили всех, не смотрели ни на детей, ни на взрослых. Вот то, что было дома, из еды они забирали, уносили. А ты как хочешь, мол. Ну вот, много что рассказывали, и хорошего, и плохого. Но самое главное, я считаю, они сумели так нас воспитать, что мы выросли с любовью к Крыму, к своим корням, зная свой фольклор, как бы, и свой язык. Это очень важно. И у нас в народе так вообще тербия, дисциплина так поставлена, что даже если бы и трагедии не было, мы все равно всегда должны своим родителям
И мы все делаем для этого, чтобы они были счастливы, чтобы они отдыхали больше, чтобы они радовались больше своим детям. То есть мы им должны доставлять радость. Ну, конечно, на наш народ упала такая трагедия, это понятно, словами очень много сказано, различных, очень много книг написано, фильмов показано. Словами это выразить очень сложно. А те, кто вообще на себе это испытал, это, конечно, я не знаю, заново родившиеся люди, и им особый почет, особое уважение, особая любовь, особое место в этой жизни. То есть они как бы несли на себе эту тяжесть. Вот на их время выпало именно вот этот груз, эта тяжесть. Ну, а уважать, любить, и пусть это будет называться долгом, но это в хорошем смысле долг своим родителям, даже если их уже и нет, ты все равно благодарен им, и как бы Аллах рахмет эйлесин, дуалар этесин. То есть, я думаю, любой нормальный человек должен так себя вести. В детстве я импровизировал, но я не знал, что это какие-то новые сочинения. Это попозже я начал понимать, что это надо записывать на ноты, чтобы не забыть. Ну и достаточно рано писать я начал. Не знаю, 16-17 лет. Но записывать начал позже. Я уже как бы учась, когда учился в консерватории, тогда начал уже на бумагу писать все, на нотный лист. А первые композиции, ну, наверное, где-то вот в 20 лет так серьезно написаны были уже. Посчитать очень сложно, более 500, думаю, но здесь не только крымско-татарский, очень много альбомов сделаны на русском языке, музыки к спектаклям написано много. Для детей очень большой объем информации. И различные мероприятия постоянно приходится писать. И даже вот в ансамбле Крым, будучи фольклорным, все равно подписываешь и в народном ключе пишешь мелодии, танцы. То есть оно все нужно, оно как бы люди ждут этого, хотят слышать свое. Каждая композиция — это мой творческий ребенок, будем говорить. И быстро и наспех все это не делается. Это вынашивается, записывается, озвучивается. То есть очень большой этап проходит создание каждой песни или мелодии. В различных жанрах я работаю. Это целый формат детской музыки, в народном ключе написанной музыки, эстрадные песни, инструментальной музыки. Ну и помимо того, что внутри есть различные смысловые песни, то есть о родине, о любви там, к маме, к родине, то есть или дети, любовь к школе. Можно выделить там на раннем этапе Азиз Анам очень востребована была, будем говорить, зрителям. Там Долган Кунун, Бугун Сен Долган Кунун, там Ватаным Хрым, Миллетым Хрым, там, или Яша Гулле Хрымым. Ну, из детских этих мен Анам не лафетем или Хош келдiniz evime. Ну, их можно перечислять, много различных песен, которые сегодня живут в народе. Ну и зачастую автор сам не знает, какие песни могут именно с альбома восприниматься большинством. Иногда пишешь песню и думаешь, ну это все, и по смыслу, и по мелодике, и как бы по аранжировке все ложится. А люди совершенно другую песню могут отметить. То есть на вкус и цвет товарищей нет. Ваша вот программа интересно называется «Смысл жизни». И у меня такой девиз «Смысл во всем». То есть чем бы ты ни занимался, ты должен вкладывать смысл. Вложа определенную мысль, смысл, эта вещь нужна будет людям, она пользу принесет. То есть не зря прожитое время. Это очень важно, и я вот многих призываю, говорю,
больше думайте, анализируйте то, что вы делаете, особенно музыкантам. Потому что мыслящих ну, очень мало людей, кто именно и самокритично, и как бы с такой дальновидностью, во благо, будем говорить, именно анализирует то, что делает, представляет, после этого смотрит на результаты. Крымско-татарское лицо сохранить сегодня очень сложно. Я имею в виду вот духовное, это музыку, конечно же, исполнительское мастерство. От музыкантов много зависит, от их чистоплотности, от их правильного подхода, от их вот этого вот постоянного, красивого, в мире взятого и смешивания с нашей музыкой, ну, применяя определенный синтез. Это, я думаю, много делают в стилизации, все народы. Но у всех народов не такая ситуация, как у нас. У нас чуть-чуть сложно в том плане, что мы еще свое не узнали. И мы взаимствуем во многом. А хочется, чтобы даже если взаимствуют, акценты расставлять именно наши, крымско-татарские. Акценты, это в том числе, я имею в виду, для музыкантов, это мелизмы, украшения. Они свойственны нам тоже, как национальные украшения. И они определяют вот эту тонкость колорита крымско-татарской души. И поэтому здесь мы особое внимание этому уделяем. Сегодня мы в такой ситуации сложнецкой, можно сказать, когда все потеряно, и мы путем своей, в частности, интуиции, что-то возрождаем и делаем, где-то набираем музыку, находим от стариков то, что осталось, мы ее отрабатываем, разрабатываем, стараемся ее опять в первозданный вид привести, с хорошим текстом, со смыслом. То есть это целая работа, это целый комплекс работы, и вынести на суд зрителей, и насколько он это воспримет. Мы, когда говорим «оригинальная музыка», мы имеем в виду, что она не похожа, что в мире нет такой музыки. Вот наша Аграва Кайтарма взять, допустим, действительно, вот она играется, и сколько, где бы мы ни выступали, в Германии, там, в Голландии, там, в Турции, Türkiye'de это зейбек ойну. Ну, есть зейбек, похоже, тоже тяжелый танец, переходящий в быстрый. Но в мелодическом отношении у нас она более мелодичная и наполнена большим регистром, инструментарием, то есть много разных инструментов играет. То есть такой у нас, будем говорить, синтез, взятый с Запада и с Востока. Оно вот все в совокупности как бы нашло свое лицо, и мы этим гордимся, стараемся удержаться, то есть основу показать. А основа у нас сегодня, не мы ее создали, а вот так получилось, что сегодня мы перечисляем Аграва Кайтарма, Хоран, там, Чобан, Яулук ойыны, Тым-тым ойыны да келді, это, допустим, классический танец Тым-тым. Вот 5-6 составляющих, то есть мы можем уже говорить, что это крымские татары. Нам именно это надо, свое лицо, своя рубашка. Зачастую у нас звучат мелодии просто красивые, да, но это не наша рубашка. Музыкант, вот не все допонимают, если есть музыкант где-то, вот его надо просто вот так вот взять и вот так с ним обращаться. Почему? Потому что он носитель своей национальной культуры. Он учится, он свое свободное время тратит на занятия на инструменте. Он, если не будет заниматься, он никогда не сыграет. Он днем и ночью, люди этого не знают. Он учится, он всю жизнь учится. Музыкальная школа, училище, консерватория. Закончив консерваторию, еще больше учишься. Потому что ты должен быть всегда в форме, ты должен заниматься. Если ты 2-3 дня оставляешь инструмент, все, потом возвращаться очень сложно. Ты опять начинаешь, вот скрипачи, там, пианино, да, любой инструмент взять. То есть это настолько важно. Музыкант, вот на свадьбе иногда, да что тебе стоит, ты там сыграй. Да, конечно, ему ничего не стоит сыграть. Но он учился десятилетиями и учится сейчас до сих пор.
Та цена, которая дается музыканту сегодня, это мизерная цена. Потому что если взять то, что он делает и несет, это очень большое. Я говорю, сейчас мы, конечно, музыкант понятие растяжимое. Я говорю о людях, которые занимаются именно вкладом в культуру, которые действительно определяют что-то достойное, о достойных людях. Поэтому надо чуть-чуть задумываться о профессии. Она просто так не бывает, не дается. У нас очень много музыкантов, которые работают в свадебной индустрии, будем говорить. Очень мало музыкантов, которые хотят на сцене работать. Может быть, на зарплату смотрят, может, еще на какие-то моменты. Но я уже точно могу сказать любому музыканту, что то, что он сделает на сцене сегодня, он за 30 лет этого на свадьбе не добьется, не сделает. И на свадьбе оно вот как было исполнено, так оно и уйдет куда-то в небытие. А сцена, она именно то место, где человек может показать, оставить след, заявить о себе. То есть очень много, организовать себя, более творчески подходить, мыслить. То есть там столько компонентов, что вот для музыканта это самое то место. Это был 90-й год. Это даже словами сложно сказать, насколько дух был, когда вот я в 87-м вернулся, и еще крымских татар не было, я уже здесь в музыкальную школу устроился работать. И там здесь я все жаждал, что мы вот сделаем, создадим что-то свое, ансамбль. А потом уже начали сюда приезжать люди, и здесь начали создаваться кружки. Вот на раннем этапе тогда Фидамвар Учансу мы с Алимовым создавали, я музыкой руководил, он всей хореографией. А потом в то же время Хараденис был такой ансамбль. 5-6 человек мы там работали. Это Эдем Эпикчиев был такой, Алим Османов на кларнете играл, пел. Исмет Заатов, он тогда играл на барабанах там, а я на клавишах играл. Вот тогда такая мысль бродила, потому что я писал много, и эти песни, они должны были со сцены звучать, они должны записываться были. Но в тех реальных условиях как бы должен был выход на что-то быть. А чтобы это воцарить действительно, и чтобы это в реалиях было, и чтобы это был не только музыкальный инструментальный ансамбль, а чтобы это в первую очередь хореография, костюмы, вокалисты, певцы наши. И, конечно же, тогда, ну, думаю, одну из главных ролей сыграл Дилявер Бекиров, к которому мы поехали, он был, будучи, руководил Крымско-татарским театре, это на Самокише сейчас. И мы сели, поговорили, и тогда Дилявер сказал, что театр это не мое, ансамбль это мое, и я хочу ансамблем заниматься. Если вот передать этот дух, вот это было самое настоящее. Никто ни о каких деньгах нигде не говорил. Все хотели играть, все хотели петь, танцевать. То есть вот творческий человек, наверное, вот так устроен, по-настоящему будем говорить. Те люди, которые пришли туда, они очень с огромным желанием работали все. И мы дали первый концерт в ДКП, помню, с аншлагом. И это был такой некий исторический момент. Нам всем повезло, что вот приехали Ремзей Бакал, Монир Аблаев, Джемиле Усманова, Рустем Меметов, Гульзар Ханум Бекирова, Идия Аблаева. То есть, ну, всех вот не перечислить просто. Вот тогда что-то такое вот получилось, мечта всей жизни, да, тех людей, которые связаны с музыкой, с творчеством, приехать на своей родине, создать ансамбль, выступить. То есть вот это был праздник настоящий. В ансамбле очень большая, будем говорить, текучесть кадров. Разные люди приходят, уходят. Конечно, с одной стороны, творческие люди, придя в ансамбль, они тоже свои мысли, свои умения, мастерство
оставляют. Это радует, конечно. Ну и омолаживается коллектив, это для нас тоже немаловажно, что есть преемники, что люди придут, достойно займут место, и чтобы этому было продолжение. Я всегда об этом мечтаю, хочу, чтобы действительно то знамя нашего ансамбля, как бы оно вот не терялось. Вообще творческие люди, они всегда недовольны результатом. Я тоже в этот ряд людей вхожу. Не то, что таким быть недовольным, прям, но все время корректируешь, что-то сделаешь, и опять возвращаешься к этому, и опять начинаешь все это переделывать. Но результат все-таки на выходе дают зрители. Они, конечно, реализуются. Задачи наши в наших программах, а их очень много, под различными названиями. Доволен ли я этими программами? Да, конечно, доволен. Есть мысль, есть результат, есть то, что, на что посмотреть, за что ответить. Но а то, что желает лучшего, конечно, это было и будет всегда. Критика, когда говорят, это в общем понимании. А когда профессиональная критика говорят, это, конечно, я прислушиваюсь. Даже можно спасибо сказать людям, которые пришли и достаточно умело, так как бы обозначили какой-то момент. Мы с удовольствием, мы буквально... Здесь ничего такого плохого нет, все люди ошибаются, все могут неправильно что-то сделать, но, тем не менее, мы воспринимаем. Я бы не сказал, что в мой адрес какая-то сплошная большая критика была. Я ее, может, не слышу, может, среди вас есть, но если ко мне есть, пожалуйста, звоните, приходите, говорите, я с удовольствием. Но пожелания были, да, в репертуар взять песни определенные. Люди хотят это услышать, то услышать. Это очень нормальное явление. Ну а вот то, что касается профессиональной критики, у нас, конечно, ее не хватает. У нас ее просто не хватает, потому что нет профессионалов, которые именно работают в этом направлении, будем говорить, национальной музыки. Вы знаете, музыканты — это отдельная нация, которая все время шутит, прикалывается. И у нас не бывает концерта без этих приколов. И все смеются, и все могут даже во время концерта это сделать. Ну, я очень ругаюсь, конечно, но тем не менее по факту имеем что-то. Едем однажды на концерт на автобусе, я впереди сижу. И водителю говорю: смотрите, колесо чье-то там катится. А потом оказалось, оказывается, это наше колесо от автобуса отрывается, и впереди нас едет. Мы все удивились и смеяться начали, а сами понимаем, что сейчас, если и второй упадет, то мы все съедем. А на концерте самом, ну, был такой случай, что выходит танцевать человек, соло-танец, а музыка другая звучит. В этот момент только надо видеть музыкантов, у всех улыбка, все смеются, все. И, значит, а что дальше? Вот танцор вышел, он уже танцует, вот музыка другая звучит. Ну, Аллаха шкур, что ритм был один. Конечно, зритель ничего не заметил, но мы сами потом смеялись долго. И, конечно, очень все обошлось. Разрулили, уже быстрая часть пошла та, которая должна была быть. А медленно сыграли другую. Вот такое бывает. А что происходит? Происходят различные эксперименты. Для нас это эксперименты на различных этапах. Разные новые люди, артисты приходят, хотят себя проверить, испытать. Я тоже могу писать, я тоже напишу. Но здесь ничего плохого нет. Но мы, конечно, это вот я часто слышу, там возмущаются, критикуют. Ну, возмутиться есть место, да, иногда, но иногда и радует, потому что попытка как бы не пытка, а какие-то шаги должны делать молодые. Если они делают, я только за, и думаю, что их не надо вот критиковать. Пусть они делают, ориентируются, я думаю, с каждой с мелодией, песни, они как бы сами себя тоже экзаменуют, и они придут к чему-то.
А в итоге могут и вообще ни к чему не прийти, просто уйти с арены. То есть это естественный процесс, и такой жесткой критики я бы не давал. Почему? Потому что, во-первых, многие люди не учатся, они не знают основы там, музыки, они просто пишут как бы вот то, что у них навеяло, то, что у них внутри живет. Ну и пусть пишут. Главное, она тылёлся начинде. Меня возмущает часто, когда народную музыку ломают, искажают, то есть что-то выстраивают из нее свое. Ну, я все время отношусь это как к памятнику нашему, вот как к нашим отцам, дедам. Она уже устоялась веками. Эти памятники не надо ломать, их надо облагораживать. Хорошие инструменты применить туда, хороший тембр дать. То есть красиво продумать в мелизмах это все вот, с украшениями. И вытаскивать эти вещи на достойный уровень, чтобы их хотели слушать не только крымские татары. Для развития национальной, будем говорить, крымско-татарской культуры нужна государственная поддержка, обязательная. Не только в концертной, да, допустим, театральной, в концертной деятельности, но и в научной, образовательной. То есть нужны кадры, нужны специалисты. Нужны педагоги, нужны инструменты, нужны ученые, которые сделают науку, методические пособия. То есть оно вот в совокупности как бы вроде ничего нового не сказал, а с другой стороны оно вот так выстраивается и, конечно же, при поддержке государства. Я всегда говорил, что один ансамбль «Крым» никогда не справится с этим. Ансамбль «Крым» задает тон, показывает дорогу, пример. И опять-таки мы не будем говорить, что это эталон всего того, что происходит. Нет, это какие-то показы на том уровне, на котором сегодня все происходит в том формате. Дальше должно быть лучше, качественнее, то есть и правильнее. Мы все-таки чего-то добились. Мы уже сегодня с уверенностью можем о кое-каких вещах говорить. И нам удалось многое. Удалось в плане нашего подрастающего поколения, где мы смотрим, когда вот мы начинали Татлы-Сес, и приходили к нам ансамбли полуголые девочки, арабские танцы показывать, выдавать их за крымско-татарские ханского периода. То есть мы направляли, мы запрещали, мы говорили, мы ориентировали, говорили, у нас этого нет, это не наши танцы. И в итоге мы что сегодня имеем? Мы близко этого не видим, все сориентированы, все правильно понимают, многие, все не буду говорить, да, многие начали правильно понимать. И, конечно, хореография у нас достаточно поднялась на определенный уровень, на определенный. И сегодня мы что по факту имеем? Чуть ли не в каждом селе у нас кружки детские. И с детьми работают, дети тянутся, родители хотят учить детей. Это самое главное. И те дети, которые вырастут и будут уметь себя держать на сцене, на той же свадьбе, девушка выходит замуж, она себя может держать. То есть это очень важно. При всем этом ребенок растет в своем национальном колорите. Он знает, что он крымский татарин, что он дитя этой земли. Часто говорят, вот толерантность. Я вот толерантнее нашего народа не видел в жизни. Не видел. Почему? Вот толерантность — это слово часто применяют, желают, чтобы отношения были толерантные, чтобы вот подход был толерантный. То есть, а у нас это естественно. Мы очень толерантный народ. Мы приходим на свадьбу, и у нас все звучит. Мы очень любим людей, мы очень любим другие народы, другие культуры. Мы просто с уважением относимся. Больше не найдешь таких, как мы, честно говорю. И с одной стороны, это очень хороший показатель, очень хороший в человеческом понимании. Но в сохранении, развитии именно своей национальной культуры, это, конечно, нас заставляет задуматься, когда мы все-таки начнем свое играть. Сегодня вот репертуар свадебный взять,
Если подобрать его, то просто на свадьбе минут не хватит. Вот это все, если играть, то, что именно тойга ляйк олган нармелер, ойын авалар. Если их всех взять, поставить вот такой репертуарный лист создать, то мы просто на свадьбе не успеем другую музыку сыграть. Вот настолько много информации. А у нас чуть-чуть вот в процентном отношении взять. Часто музыкантов в этом направлении судят. А я вот 3 дочки замуж отдал. У меня было на свадьбе по-крымско-татарски. Потому что я хозяин, я так хотел. Я говорил, что сегодня придут даже люди другой национальности, но они очень хотят увидеть крымско-татарскую свадьбу. Опыт, наверное, все-таки Татарстана. Татарстан, мы ездили, нас принимали. Мы нашли те нити соприкосновения, объединения, будем говорить. Исполнив там песню на казанско-татарском языке, мы увидим в зале, насколько вот просто хотят вот с нами дружить, общаться хотят. Ну, я думаю, вы видите же, культура, она очень объединяет людей. У них можно поучиться, потому что они столетиями создают, они двигаются в этом направлении. Они сегодня на хорошем уровне, будем говорить, хореографии, исполнительского мастерства. У них национальные классы вокала в консерватории, училище, везде преподаются. То есть, как бы они этому очень большое внимание уделяют, и государство 2 руками поддерживает это. Это очень важно. Мы с этого начинали разговор, и вот действительно нужна поддержка, нужна наука, методика обучения. Мы не находимся, мы уже ассимилированы, будем говорить, надо прямо говорить, хоть и жестко слышать, но различные ключи к возрождению языка, да, сложно на ровном месте сейчас начинать, давай ты почему не говоришь, давай ты. Но есть определенные ключи, вот допустим, то, что касается моей работы, вот с детьми занимаюсь, я на своем опыте убедился, что через песню язык очень хорошо учится. Через песню они не только язык знают, они уже знают и содержание многих текстов, и о чем поют, и как бы вот это вот развитие детям дает очень большой толчок. Поэтому вот призываю родителей, чтобы дети отдавали на кружок, чтобы они пели. Вот один из способов как бы возрождения, начать разговаривать на крымско-татарском языке. У меня дети приходили, они ни слова не знали. Когда я с ними общался, все надо нас, а я не понимаю. А сейчас через 5 лет они разговаривают спокойно, они могут, все понимают, поют. У них там в репертуаре 50 песен, а 50 песен — это 50 текстов. То есть вот это очень развивает. Если мы вышли из такой сложной ситуации, как депортация, вернулись в Крым, то уже возвратившись сюда, нужно понимать, что основа всему музыки, в образовании — это язык, ана теле. Onun da adı ana tili. То есть en kıymetli insanla bağlı, bizim аналарымыздан. То есть язык матери. Не думаю, что я что-то новое скажу. Во все времена культура людей объединяла. Сейчас, имея вот такое как бы положение одного вот крымско-татарского народа, я думаю, что вокруг своей культуры объединиться. Это не просто там, я имею в виду петь песни и танцевать. Культура в широком понимании — это, конечно, и архитектура наша, это, конечно, наши национальные блюда, это очень важно, образование.
Я говорю, это образование для всех. Я думаю, вот объединившись именно посредством культуры, изучая свои истоки, песни, вот кто-то говорит, а я не могу, а у меня не получается. А вы начните. А еще не начав, уже говорят, не могу. Надо начать. Не можете петь, выучите текст. Возьмите, проникнитесь в этот текст, узнаете смысл. Даже когда хором поют, кто-то может просто его проговаривать. То есть никогда крайних не ищите, кто виноват в этом. Виноваты только сами. Надо с себя начинать. Если язык не работает, значит, ты сам виноват.